Собрались у посольства этой страны и требуют прекратить расправы над мусульманским народом Рохинья. Напомним, в конце августа этого года местные власти устроили очередную этническую чистку местного населения в штате Аракан, где проживают мусульмане. Вооруженные экстремисты жестоко убивали детей, женщин, стариков, сжигали их заживо, уничтожали дома, подвергали насилию. В ходе этой карательной операции было убито более 3000 невинных мусульман. Более 100 тысяч остались без крова и вынуждены были спасаться бегством по опасным маршрутам в соседний Бангладеш. Тут запись идет. Говорю, молчите. Мы хотим, чтобы нам прекратили кровопролитие, чтобы остановили геноцид. Более 1000 мусульман Москвы вышли на митинг, чтобы выступить против геноцида единоверцев в Мьянме. Верующие собрались у посольства этой страны и требуют прекратить расправы над мусульманским народом Рохинья. Напомним, в конце августа этого года местные власти устроили очередную этническую чистку местного населения в штате Аракан, где проживают мусульмане. Вооруженные экстремисты жестоко убивали детей, женщин, стариков, сжигали их заживо, уничтожали дома, подвергали насилию. В ходе этой карательной операции было убито более 3000 невинных мусульман. Более 100 тысяч остались без крова и вынуждены были спасаться бегством по опасным маршрутам в соседний Бангладеш. Страхе и бесправии, в положении людей пятого сорта, народ Рохинья живет уже в течение десятилетий. Все это время страдающим мусульманам не оказывалась никакая международная поддержка. Власти Мьянмы загнали людей в гетто, и об этом никто не знал. Лишь последние несколько дней, благодаря мессенджерам и социальным сетям, удалось прорвать информационную блокаду. Мир узнал об ужасающей трагедии в Бирме. Из руководителей мусульманских стран свою позицию по этому вопросу высказал только президент Турции Раджеп Эрдоган. Он назвал уничтожение народа Рохинья откровенно геноцидом. Там происходит геноцид, и все молчат. Те, кто не обращает внимания на этот геноцид, проводящийся под прикрытием демократии, также соучастники убийства. Из российских политических деятелей на кризис в Мьянме отреагировал глава Чечни Рамзан Кадыров. В социальных сетях он выразил свое недовольство происходящим. Это невыносимая боль не только для мусульман, и для всего человечества. Мне очень много пишут не мусульмане, даже сами буддисты пишут, и говорят, что это беспредел, что это геноцид. Жестокие гонения на мусульман в Мьянме также возмутили множество общественных и религиозных деятелей, публицистов и видеоблогеров. Ситуация там, конечно, катастрофическая. И по масштабам репрессий, которые развернуты в отношении беззащитного мусульманского меньшинства, и по тому положению, в котором оказалась полуторамиллиардная мусульманская община, оставшаяся практически без защитников. Самое страшное – это молчание мировых исламских лидеров, за некоторыми исключениями. И самое лучшее, как мы можем сегодня поступить, это заставить их хоть что-то сделать в защиту своих единоверцев. Турция в последнее время уверенно идет на роль лидера мусульманского мира. И это достаточно ответственная и серьезная роль. И, конечно же, они не могут бросить вот такой момент на, как бы сказать, произвол, да, когда притесняют мусульман, и там надо выступить. Это нормальная и правильная реакция мудрого политика и мудрого руководителя. Как со стороны Эрдогана, так и Давутоглу и других деятелей Турецкой Республики. Это нормально. Причем понятно, что вообще геополитическая направленность Турции, она направлена как раз на поддержку определенных сил, в том числе в Европе. Я об этом еще буду говорить в другой раз, но сам факт, что это для Турции сейчас жизненно важно, можно сказать, не потерять вот этот свой практически уже приобретенный статус. Что же касается других мусульманских стран, то здесь вступает в силу множество разных
причин, в том числе и политических. Ну, скажем, страны залива, они очень плотно завязаны с Китаем. А то, что там идет определенное антикитайское движение, тоже понятно. И они очень боятся сейчас ссориться с Китаем. Да? В результате мусульмане, рохинджи становятся разменной монетой в этих политических играх. Если говорить о Малайзии, Бангладеш, но они там совсем рядом. И им очень сложно участвовать, потому что это немедленно перекинется на них. Это очень серьезная и тонкая политическая игра. Поэтому, уважаемые друзья, ну что скажешь тут? Политика, ничего личного. Насчет цензуры в сетях, там есть цензура, безусловно, как прямая, когда, значит, ограничивают доступ там, и так далее, когда сажают в тюрьму блогеров. Вот. Так и опосредованная, когда огромное количество там всякого рода троллей за деньги проталкивают какие-либо идеи. То есть цензура, она все-таки есть. Но я бы не сказал, что происходит ограничение роли СМИ. Нет, просто СМИ трансформируются. Сейчас вот блогерское сообщество, сети становятся тем самым средством массовой информации, которые на самом деле перекроют рано или поздно все остальные. То есть вот посмотрите, уже бумажная пресса практически полностью ушла в сеть. Телевидение тоже потихонечку сдает позиции. Но это просто новый уровень средств массовой информации. Но здесь есть и положительный момент. Так как это новая среда, новые технологии, люди могут еще успеть, так сказать, впрыгнуть на подножку этого поезда. И, соответственно, мы, мусульмане, тоже должны этим воспользоваться. Пока еще есть эти возможности, пока еще открыты двери. И, соответственно, вот эти новые СМИ, они во многом могут быть наши, иншаллах. Почему убийства мусульман происходят безнаказанно? Наверное, потому что мы безразличны, неорганизованы, не проводим мониторинга нарушений наших прав. Сколько говорили, в том числе мы, писали, показывали о нарушении прав мусульман в Рохинье, в Бирме. И только лишь после выступления президента Турции Эрдогана и главы Чеченской республики Рамзана Хаджи Кадырова люди действительно задумались и начали говорить, выступать. Адвокат Мурат Мусаев в интервью «Дождю» рассказал о своем недавнем расследовании ситуации в Мьянме и подтвердил факты геноцида. По его словам, попытки ООН осудить власти Мьянмы, к сожалению, были заблокированы в Совбезе ООН двумя постоянными членами – Россией и Китаем. Тем не менее, он считает, что акция протеста позволит заявить о проблеме громче. Если даже это не окажет влияния на Мьянму или на наш МИД, мы точно знаем, что об этом теперь уже знают сами рохинджи, потому что с несколькими из них переписывался я сам и отправлял видеозаписи. Эта солидарность для них очень много значит и поэтому очень дорогого стоит. Отметим, что митинг против геноцида мусульман прошел не только в Москве, но и в Дагестане, Ингушетии и Чеченской республике, собрав до 1 миллиона участников. Расим Заитов специально для НУР ТВ.